Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». И сегодняшний наш выпуск посвящен отдыху. То, как люди отдыхают, то, чего у нас давно не было. Ну правильно, лето, пора отдыха. Да, лето, пора отпусков. Ну не для всех. Но не для нас, Первый сюжет – это сюжет Славика про то, как к нам в город приезжал диджей Pil-One. Диджей Pil-One. Я знаю, что это очень модный диджей. Ты слышала талантливый диджей. Треки диджея Pil-One? Не слышала, я слышала о нем, о его творчестве, я не знаю. А ты вообще... А ты знаешь его творчество? Нет, ты вообще понимаешь, какая это музыка? Мне сказали, что это что-то вроде рэпа, но что-то более модернизированное. Вот типа такого. Чтобы узнать, что такое трэп, наверное, надо пойти в самое место, что мы сейчас делаем. Мы первым атрибутом, чтобы слиться с толпой, это, наверное, кепка, которую я сейчас одену. I know you don't smoke weed. I know this. But I'm gonna get you high today. I'm just bullshitting. Madness. Что такое трэп? Это новое направление в музыке. Привет! Это музыка юга. Это просто сейчас новое модное течение, которое, можно сказать, перерождение нового хип-хопа. Изначально это был южный рэп. То есть они соединили, получается, дабстеп, электронный, хаус-музыку, но вообще все перемешали, и получился трэп. Под трэп как нужно двигаться? Я просто вообще ни разу о нем ничего не знаю. Вот так и все. Давай вместе. Только вот так вот? Да. И что еще есть? Как под трэп? Вот, пошла жара! Как надо танцевать? Локтями? А как тверк танцевать? Люди по-разному танцуют. Просто Ливан показал, как нужно руками махать, то есть локти. Это клевая получается фишка, то что трэп культуры. То, что Ливан, ввел какой-то. Да. То есть больше он как стандарт вел, как танцевать под такую музыку. А так девушки не должны танцевать. It's your boy, DJ Pil-One. Это просто музыка, которая придет и уйдет обязательно. Появится какая-то новая, более интересная. Мы ее очень ждем, но пока самое интересное, что есть, это такая. Поэтому мы ей занимаемся. Будет что-то свежее, интереснее, будет другая. Что ты представляешь, с какой программой ты ездишь по городам в Якутске? Что будет что-то новое или такая же программа, которую ты гоняешь везде? Слушай, программ вообще никаких нету, есть просто огромный набор музыки, который есть как своя библиотека, а тут уже смотришь по народу, в каждом городе свои какие-то есть мелочи, плюсы. Везде надо по-разному это делать, если делать везде одинаково, везде плохо будет. То есть по настроению идет? По народу, обязательно, конечно, да. Сильно устаешь на концертах? Я просто сильно пляшу, поэтому сильно устаю, когда мне нравится. Главная атрибутика человека, который слушает трэп, это обязательно что должно быть? Или не важно вообще? Мозги. Мозги? Мозги, стиль, конечно. У меня есть кепка, я слушаю трэп, у меня есть черная кожа. А я по твоей кепке скажу, есть у тебя мозги или нет. Ясно. Значит, самое главное, чтобы были мозги. Вообще в жизни, да, не только в музыке. Этот человек работал с многими рэп-исполнителями в России. Я не знаю, когда он добился такого успеха, то ли когда он работал все-таки с рэперами, или сам по себе. Я просто не наблюдал за его жизнью, за его карьерой Я насколько знаю, что вот у нас в России это, пожалуй, можно сказать, самый популярный исполнитель вот в этом жанре. Да, в России, да. Marketplace. Это ярмарка, на которую мог прийти любой желающий для того, чтобы представить какие-то свои товары и услуги. Я там был.
Да. Вот, да, Миша был. Ну и вот, Миша, расскажи вообще, какие твои впечатления? Что я могу сказать, как человек, который первый раз побывал на такой ярмарке? Все, в принципе, как на крестьянском рынке. Нет, ну, очень необычно. Присутствовало очень много народу, хипстеров в особенности, ну и не хипстеров, очень много. Музыканты были. Дяденьки, тетеньки приходили, музыканты были. Бывает же такой рынок в сказках, и вот, да, вот типа таких вот такая веселая. Ярмарка, да, ярмарка. Ну, такие яркие люди ходят, что-то улыбаются. Ярмарка у тролля под мостом. Да. А некоторые даже не то чтобы продавали, а давали даром. Да, да. Вот такое даже было. На городском пляже, когда был дождь, было пасмурно. Да, люди собрались на фестиваль воздушных змеев. И не только фестиваль воздушных змеев, также это фестиваль семьи, мне кажется. Вот был День семьи недавно, День семьи, любви и верности. И это мероприятие как раз-таки в тему. Раньше мы в детстве постоянно тоже вот так вот объединялись семьями, там, допустим, семья там дяди, семья тети. И мы выезжали тоже на природу куда-нибудь, на пляж. У нас даже была эта видеокамера вот с этими кассетами. Действительно, сейчас, если вспоминаешь свое детство, то это одни из самых ярких воспоминаний, когда вот действительно большой дружной компании, всем весело, все куда-то едут, отдыхают, играют в волейбол, какие-то еще виды спорта, теннис, бадминтон, ну, что-то вроде этого. Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средства, чтобы попасть туда? Семья в первую очередь это дружба. Семья это счастье. Поддержка, любовь, радость быть вместе, уважение. Крепкая семья это понимание друг друга. Это вторая половинка. Что я думаю, вот я только хочу сказать, она уже фразу заканчивает. Так же и она. Семья это где людей много, где они счастливые и радостные. Когда все друг друга любят, уважают, ценят, заступаются друг за другом и никогда не бросают. Когда люди женятся, любят друг друга, у них есть дети, они за друг друга защищают. Семья – это мои родители, моя сестренка. Семья – это любовь. Что такое любовь? Когда чувствуют люди, что они не одиноки. Когда люди влюбляются, гуляют вместе. Когда кто-то кому-то нравится. Влюбиться друг в друга, встречаться, а потом жить, пожениться и жить. Когда два человека любят друг друга, например. Сначала они разговаривают, потом женятся, и так у них любовь образуется. Это я так думаю. А у тебя есть любовь? Раньше была, там один мальчик был.
я встречалась с ним. Потом он меня достал, я его бросила. Скажи, а что такое любовь? Не знаю. Как не знаю? Ты никого не любишь, что ли? Маму люблю. И все. И папу. Для чего люди живут? Ну, чтобы получать знания, развиваться. Чтобы делать добрые дела. Окончить школу и жить. Чтобы радоваться. Создавать семью, делать еще, веселье делать. Какие советы вы можете дать начинающим молодоженам? Не торопиться, будут трудности, но нужно быть готовым к ним. Терпение, понимание друг друга. Уступать друг другу в чем-то. Потому что два посторонних человека сходятся, у каждого свои какие-то нюансы, плюсы, правильно? А это все надо между собой как-то углы скашивать. Свою семью? Да, но только в будущем. Сейчас я еще не знаю, как это делать. Я хочу в будущем иметь себе 5-этажный дом. И я буду работать учителем истории обществознания, как моя мама. И я построю приют для бездомных животных. А сколько ты хочешь детей? Где-то 6 детей. Семья – это очень важно, поэтому уделяйте больше времени вашей семье, вашим родным и близким, потому что это очень здорово. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до новых встреч. Приятных вам выходных. Увидимся еще. Покушечки. Пока. Что? Покушечки? Let's kick it. 19 июля. Туркомплекс «Сататас». Рок-фестиваль под открытым небом Sounds of Saha. Генеральный партнер — магазин «Аркада». Генеральный информационный партнер — сеть ЕКТ.ру. Партнер — клуб «Че Гевара». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный».